всех, Аят Машвой. Алейкум салам, маршал Делир. М, Алдик Дагойлвайн. Добрый Эмин. день, добрый вечер. Эмин. Сегодня у нас 131 стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 10 июня 2025 года, 19 часов 2 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 2 минуты по городу Джахаров. Сегодняшний стрим, как и в прошлый раз, назвали обзор ситуации в мире и ответы на вопросы зрителей. С нами постоянный наш соведущий этой программы Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И всем тем стрим у нас идет на сейчас YouTube канале идет и на Телеграме не включен Аят сегодня. Нет, я не смог сегодня включить, я сейчас не дома, поэтому я не мог включить его. Да. Чтобы его включить, мне нужен компьютер, а компьютер дома, получается, вот так. Все понял. Стрим, но пишите комментарии, друзья, всем, для кого это безопасно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Наш единственный легитимный орган власти в лице Президиума правительства специально организовывает вот эти открытые прямые интервью, чтобы вы могли взаимодействовать, задавать вопросы, какие бы они ни были сложными. Вы всегда получите исчерпывающий ответ. Я передаю слово Аяду Идигу. Аят, вам слово. Ассаламу алейкум, Хомин Махкой, Ежели. У нас передача на чеченском и русском языке во вторник, потому что мы хотим, чтобы она более обширно разошлась по всему миру. И чтобы чеченцы, те, которые хотят по-чеченски, мата, дешт, амелдуэр, да, сунде ашбях мобил, طبعا الدنيا تلاتشتو حول حشة وي مخكح لاتشو حول حشة أوكرين لاتي حول حشة ديك دات الدنيا تلاتشتو حول طبعا قاعنا آتم نتوم بيربو إيقير شتيسش رسيو سندو على تاتس دعلو ياغتش Европе почалхышью и шундуэльче юха шайна арша тигол Украин он бахч тулан бахч шайн чубахкар кюрш аш идагадош бут сар шайн дагада дючму татсун эту беш соголкона رسين أتو خبوش آورا تيغول от Америка от Трамп президент Трамп Илон Маск волш вот миллиардер масарел доко ашло шо с миллиардер воз от царню кайдо дал штаун до ал إذا لاتشلو سيجا مثلا كيتاي قيشنا إشتا كيغدل دقر الدنيا سونا هو دعاء الله ستوسن عشوائي دو مصو راح تشوح مصنع ويتساعدر وين قوش دو ويزاسك سلاتو شتو بمتسقى وين بيدا دوش تقى ديزن دات وكما سيد معاشرة تار وينا بينبل نيتس تار وي هلق بين وين ناخ ويتسقى بيتس لوش باتس بيتس بيشيوش دات تار وي دعمل داخل جينش كينشكش وين إستوري وين بوخ مصو تسار مصو دا بيحكن بوت سنة ودنيا تخيل دور سنة تي دالونا إموكا ويg جم بوقش ساتس دا دوخوش جونا بولا عش بولا خلقش دوي خلقش عشا شاي لي بنسان داس ديق شوين لحت ويقتر علام تشوكيش نحلت هتنا داختي غولتي ويموت مسوما بيتس بيت غت شوين يقي سارسا ويتسا موستول دولن إشتي بوخ كيتش بيش بوينا وموستول إذا موستول عملو والشا سكريمليو إمبيريو سونده أتسمنا قيتا قيت شوخ آره دوت شمنا شاح دوت شمنا ويدك دولار ويا خيتشتر ديتسر ويقمت يا يازد خلقة دوشو أمياشتر إدو كورتم أقم وين سانوما دي قوشر داتس دا أقم وين قيتم خربات
İşte oldu dakika hezdahan dol halmoğdu elçi. Şun masarda hez hezdu suyaga şuna disnesi Avstriya halları, Germanya halları, bayin nahay KGB şde Avstriya san tiga walter şkola kantu saitstek binsan yok etsan nokçe kantu zar vinçer şa ve şenton şa ve lız isan dolmuş i propagandış i tiga dol isan dolmum alo Amerika leç dola hal tiga гражданский том binsan uma tigar adam ardella дюхала тигмил он массу иммигрант, массу эльча определенный контингент мигрантов полностью, а арбах без кочубит миграция алла и хум эйден Трамп ху из-за сам шоу ол сахом доктор пиария сан сахом шлил дош за у так от Ближнем Востоке арму махка Израиля царню оляч дол хола وين قشتو إيران أذربيجان درجة دنيا دوي تاقيح كرتشا إشتساهم دوك مالتيرا شو سيجنال شيئا ألبت شو سيجنال عشان زريوش غير شغل عصر دوك دولين شغلوا يوم نشدر وشم ديليرا تان ورا وين تا بحنا شويتش دويل درد شويتش ويمولي الديزة وليلوش در خندو خايدة خايد وينا بلنوشي حقوتشيلش وندا شوي ويغلقنا ويهمنا وقيتا قيت وإيهات سدوتش ملا ولا ملاش أور ولا نيس تحوات نيس بوحتع إيوات ساعة نيس ويغلق دهور دوت الخادية شو مش دورش ده طبعا دنيا تلاش الحال دوت سو قوت وي حال موتو وهنزل سانخات سخوشت أخرين تنبال إخات سخوشن إندر ويالخيت تعتبوتشان تقابل ويناخ يخودت سخوشن زغوش ديشن أخ دنيا تسالات تشتو هما وز أخرين تأمي بول وز غورجيت تأمي بول هنز أخ دنيا تأتير أتوبا شاي كرسنا بو البولشة حتسارخ تارلتر سارخ تار ديشتر تير بتشاق دايح كرتر إشتوقي إمبيريا روسيسك إمبيريا وين قاتش لول خلال وين قاتش يعني بتشالق ماتيريال موضوع ماتيريال نيو بتشالق الشاب سأبرع شو حالق بالدنيا تاع دوتش حول حاجة خيس مشغل إشتمي سو غين مع يوليا ياتسس الدنيا تيالا دا بلغل يحقن يهون شلاتو شتو وين هو ديتشا مو أديتشا مغليتشا وي سارة دنيا تعدق مصو أدم هلك تعدق وأتلي دالين وي ومسارة سيوغو أولز أشيوغو أول سبع أخبار شو حلقة بريمير سوغي نحب وي خلق 100 тысяч стыкми очу целых бен султеха ялхас сулкер араб дяхна хлык дагаш лин ах وين صار دغش در هندو وين مجوات احبش ما درس بل شويت الش وين هاديس هندو شويت درس خلريا ويهلق ده شرحتر صباح عنده وين سير ليخل دعوة وشدات وين سير متخل سير امرش سير غلقش سير دوتس وين ادوف دوتس وين цивилизация دوتم وين الدنيا دالش عن سيجا يق امل بطاطا رش باش رش چواش قي باش ويش دانيا باش مصو شاي عمل بيرسن شاي ترش توخش يوم ليوش صوت وين وقت دالواتش كوكاز دال ادمش اديلوباتش اش تحدوش دور شو قلنا از اوكرانيا صارت ام بتش تبعكن صول خلوت صار لاتوش انا حلخوت امريكا بريزيدنت بايدن تعمل ناقص ديش ملا الشا ديك ناقص دور سو انسو ديك ناقص دور انتهان وين قشدو وقا ترامب والشو ليلوش ترجيتش وين سنا خلوش در وين مش خل ديزا وهم متقلات يزا مش اغورا سوز اسرائيل وين قيتم وشم دور اشتم دو اصلا اتسالارشون
Аскаматам аса ядуйчуду хинсуте асасдо хаттершкеда даля аскамата нохчимата ва амялдер докуласлан. Баркалая дересур. Дагдо это свой хаусар хошкан аскамата ула саят. Напоминаю зрителям, пишите комментарии, задавайте вопросы, я их буду зачитывать, и давайте проведем интересный сегодня очередной стрим. Аят, вот сейчас вы на чеченском языке говорили по поводу террора, нападений. Очень начали сейчас эскалироваться эта ситуация начала. То произошло нападение у нас здесь в Гамбурге, потом произошло нападение с ножом женщины в Мюнхене, тоже в Гамбурге произошло. Такие два похожих случая. Обе женщины психически неуравновешенные признаны. Одна задержана, другая была убита. Сегодня произошло нападение в школе. Вы, если помните, был такой фильм «Воздействие» Эгона Челакян, ну там диктором он рассказывал про этот фильм, как русская пропаганда. Кажется ли вам, и вот дроны сейчас у нас в Германии, здесь корабль задержали российский, с командой российской, вернее, корабль под чужим флагом, как обычно, а сами команда моряков, она была граждане России. Что вы считаете по этому поводу? Это то, что мы опасались, начинается террористическая война России против Европы, или это случайности? Ну, случайно почти ничего не бывает в этом мире, все закономерно. И вообще надо смотреть на то, кому выгодна эта ситуация, которая складывается, скажем, сегодня в Америке, Европе. Однозначно это выгодно Путинской империи, которую хочет восстановить, и выгодно той пропаганде, которую он проводит. Видимо, российская агентура начала свою работу, и они везде и всюду пытаются, конечно, из этой ситуации как-то вот вывести себя нормальной страной, нормальной, значит, ситуацией, и что демократические свободные выборы, которые дают право народу избрать власть, это не обязательно, обязательно, вот, чтобы была такая страна диктаторская, как, скажем, Россия, Китай или другие страны, которые вот именно придерживаются этой линии. Это очевидно. И поэтому то, что вот делается, вот эти пропаганды, вот это вот, то, что происходит, вот эти убийства, они были и во Франции, они были и в других европейских странах, и в Англии. Эти провокации происходят. Это говорит о том, что на территории Европейского Союза, даже самой Америки, достаточно много агентуры российской, которая плотно работает в направлении того, чтобы, значит, создать такую нестабильную, значит, ситуацию в этих странах. Потому что мы видим и здесь сейчас голову поднимает такие силы, которые сегодня начинают поддерживать в принципе Путина. Хотя власти сами, власти, к примеру, Франции, там, Германии, других странах, они себя ведут достаточно трезво, понимая, что будет и как, если они принять срочные меры в перспективе. А вот агентура российская сейчас поднимает голос для того, чтобы этой власти было недовольно, значит, население этих стран, и в итоге, чтобы привести к тому, чтобы, значит, туда пришла другая власть. Вот чему это направлено в основном. Ну, конечно, могут быть и случаи, но эти случаи, если один раз, это случай, два раза, случай, а в третий раз, это уже закономерность, говорят. Это уже не в первый раз, и это постоянно делается. И мы знаем, что это делается под различными, скажем, знаменами, идеями, то религиозный фанатизм, то еще какие-нибудь, значит, идеи там, может быть, любой там веры, любой там идеи, что угодно, или просто ничего, а мы должны смотреть, куда направлен, вот, как говорится, строя это воды на мельницу какой, скажем, страны, на мельницу России это все льет в этой ситуации, которая развязала войну
против Украины, захвата территории бывшего значит, Советского Союза, которые разделились на отдельные страны. Это говорит о том, что они напали на Чеченскую республику Ичкерия, 5 раз агрессию совершили, убили более 250 тысяч человек. Это говорит о Грузии, которая также, это говорит и даже о Сирии, которая тоже они нападали, так? Это говорит, ну, естественно, о Украине, которая уже с 2014 года продолжается фактически война, и сейчас она в такой стадии, когда власть Москвы пытается сказать, что этой страны вообще и не было. Получается, что власть страны, которая была, скажем, сотни лет, тысячи лет вперед, еще раз там Киевская Русь была, там тогда, значит, об этом все известно, а где-то 300-400 лет, ну, максимум 500 лет, как появилась Россия, она была, а остальное не было. Получается, да, так, что вот в современном международном праве заложены принципы, согласно которым могут воссоздавать свои государства. А как они могут создаваться, мы с вами об этом не раз говорили. Они говорили в рамках международного права. В рамках современного международного права созданы государства, которые вышли из Советского Союза, а их, значит, скажем, 16, если прибавить и 3 республики, которые признал Советский Союз Балтийский, и 12, и Чеченская республика, в том числе 13-я, Ичкерия. Так что вот ситуация такая, значит, это четко и ясно говорит о том, что империя и Путин не признают современное право, не признают те принципы, которые приняты после, значит, Второй мировой войны, в котором сказано, что все территории, которые образовались государств, они неприкосновенны, и никто не имеет права, значит, изменять эти границы внешней стороны. То есть, говоря это, они утверждают, одновременно утверждают, когда они хотят сказать, что вот Украины нет государства, это не было. Они хотят сказать, что не было и других государств, в том числе и Чеченская республика Ичкерия, которая создала в том числе и Казахстан, и, скажем, Кавказские страны, Азербайджан, Армения, Грузия, естественно, и все среднеазиатские страны. Вот о чем идет речь. И теперь вот то, что происходит вот в этой схватке, и когда еще этому, скажем, диктатору в какой-то степени сегодня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет политику, которая в какой-то степени он хочет умиротворить, хочет решать с ними какие-то политические вопросы путем, скажем, бизнес-планов, как, грубо говоря, бизнес-планов. Но так это не получается, вряд ли это получится, потому что мы знаем, что империя российская, в том числе и Путин, который вышел из этой спецслужб, они имеют определенные цели, и эти цели, они к этим двигаются. Не случайно они пригласили отца Илона Маска, который сегодня в Москве во главе, значит, компании, которая это для форума, который организовал этот Дугин, известный этот фашист, который раскручивает эту работу о создании европейского Евроазии. Это его идея. Это тот, который рассказывал о том, как они, значит, обманули чеченцев, ведя туда, значит, религиозные новые формы, значит, создания религиозных, значит, противоречий. Так что вот такая ситуация, Слава, вот на ваш вопрос, на твой вопрос отвечаю, говорю, что здесь это все увязано с тем, что сегодня эти диктаторские режимы пытаются сохранить себя, они не хотят уходить в отставку, и их потомство тоже не хочет, или их окружение. Вот о чем идет речь, хотя люди об этом и не задумываются, на самом деле это есть именно вот зародыш это, или это всплеск, или это искра того, то, что мы видим. Мгм. В 95-м или 6-м году, буквально за некоторое время до своей гибели, Джохар Дудаев на
позицию, так называемую реал-политик, да, западного мира, Европы, сказал, что если вы сегодня называете Чечню внутренним делом России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. И сейчас фактически это пытаются сделать. И Европа, западные страны – это правовые государства, цивилизованные государства. И этим они, с одной стороны, сильны, с другой стороны, они слабы, потому что противник изучает, знает все механизмы, методы и воздействует. И вот сейчас вот эти террористические акты, которые проводятся, на мой взгляд, я тоже не считаю это случайностью. А, как вы считаете, как с этим бороться, Ая? Например, у нас здесь в Германии концентрация идет вот этой всей агентуры, просто даже чеченоговорящие, которые я наблюдаю. И именно в Германию они собираются почему-то. И очень много блогеров, вот сейчас тут пишет Сгрей, наш постоянный подписчик, что очень сильная машина пропаганды в России, там у него родственники в России, и он как бы понимает, что их там прозомбировали. И не борются с этими пропагандистами. Как с этим бороться? Как бороться с этим в Европу? Разными флагами. Как вы Ну, считаете? методы борьбы с этой империей, с этой пропагандой, конечно, есть, и Запад об этом знает, как это делать. Дело в том, что этому ну, принимали необходимые меры, достойные отпора, не принимались. Сейчас, видимо, будут какие-то вот подвижки в этом примере. Вот пример того, что сейчас во власти, значит, пришел новый канцлер Германии, есть премьер-министр Великобритании, есть премьер-министр в Италии и в других странах, ну, таких вот больших странах Европейского Союза, они понимают, и они пытаются сейчас склонить к тому, чтобы этому содействовал и президент Трамп. Мгм. Видимо, нужно вести эту работу таким образом, чтобы они, эти силы, которые ведут эту пропаганду на Западе, Мгм. чтобы их в этом смысле опровергать их, рассказывать настоящее, что есть. Но мы видим, вот, что, вот, пример возьмите на территории Украины или Европы, или в другой стране, мы видим, что чисто пророссийские, значит, деятели, которые рядятся под, скажем, национальное особое движение или рядятся под того, что они власть, допустим, к примеру, Чеченской республики, Ичкерия, хотя они таким не являются, а все время работали и работают на Кремль, открыто или подпольно, они вольготно себя сам чувствуют. Наверное, в этом отношении тоже надо, конечно, разобраться властям и в Европе, и в Украине, и, наверное, и в остальных странах. Они должны понимать, что именно вот эта вот пропаганда, которая проводится в самой России, она распространяется на почти на все постсоветское пространство, так? И они все думают, что действительно, что Путин прав. Они думают, что Запад хочет захватить эту территорию бывшего Советского Союза себе, а Россия вот единственный защитник этого. То есть вот это все, и вот эта ложь, которая распространяется, и теперь вот это вот, скажем, ну, такая вот непонятная ситуация с тем, что президент Трамп ведет какую-то свою политику по умиротворению, что мирным путем все это решим. Хотя много раз он это говорит, Путин просто кидает его, грубо говоря. Он все равно не унимает, все равно еще 2 недели дал Путину, чтобы тот образумился, а тот никак не образумится. И дальше, понимаете, убивает людей. Мы же видим, они и в Киеве, и в других городах после всего этого столько людей убивают. Поэтому здесь надо, конечно, разработать специальную такую программу. И я думаю, что об этом уже думают, и работа эта идет, и это продолжится недолго. Этому нужно, конечно, положить конец. Очень, я думаю, по этому Мгм. поводу. Это должна быть вот такая вот, с моей точки зрения, борьба против этой имперской военной машины. Мгм.
И давно Россия даже короткометражные такие фильмы снимала, как идет гражданская война в США, как друг друга американцы убивают, там развал и все такое. И сейчас мы видим реально там борьба идет с мигрантами, и люди выходят, там ну, такие волнения. Как вы считаете, Россия добивается своих результатов, либо это все равно можно будет как-то стабилизировать США и не дойдет до глобальной гражданской войны? Как вы считаете? Ну вот на днях было вот выступление бывшего президента Байдена, который давал оценку этому явлению, Мгм. и он очень негативно высказался о тех делах, которые сейчас творятся в Соединенных Штатах Америки. Он сказал, что люди должны понимать, что то, что происходит сейчас, это не Америка, это не американцы, это не американский народ. Это власть, которая пошла сегодня, значит, в Белый дом. Поэтому должны люди понимать, что это неприемлемо для американского народа, что они будут с этим бороться. Так подспудно он намекал на это. Вот ответ на этот вопрос. Потому что если они думают, что заявления, скажем, президента Путина вот такие вот, да, и они хотят с этим вопросом как-то вот успокоиться, считать, что это весь американский народ так думает, то он заявил, что это не так, не думайте. Тем более, что эти выборы Трамп выиграл не подавляющим большинством, потому что около половины людей, выборщиков были за Камилу Харрис. В общем, вот такая ситуация, поэтому, конечно, борьба сейчас после вот этих всех событий, которые мы видим, она будет обостряться. Но это нормальное явление в этом отношении, лишь бы оно не перешло, как говорится, в горячую фазу. И как бы, значит, Путин не сумел убедить Трампа, убедить, я имею в виду в кавычках, чтобы он все и больше, значит, давал ему недели, одну, две, три недели на то, чтобы он принял какое-то соответствующее решение, отложив вот те вопросы, которые он ему предлагает. Вот Мгм. такая ситуация складывается в всем мире. Другое ничего не поделаешь. Это зависит от того, как вот будут складываться мнения в самих вот странах и как вот будет вот эта пропаганда вестись, которая будет направлена, пропаганда для пользы дела или во вред империи. Вот что мы должны под этим подразумевать. Мгм. Не может ли так получиться, сейчас некоторые, конечно, говорят, что конфликт между Трампом и Маском это, ну, как бы наигранный и так далее, хотя там и синяк под глазом у Маска, ну, от другого, конечно, не от Трампа, как говорят, от министра какого-то. То, что Маск такие низкие такие подлые вбросы делает у себя, хотя убрал он сейчас этот пост свой. Вроде кажется, что по-настоящему конфликт. Не может ли так возникнуть, что Маск, например, возглавит какую-то часть, националистическую часть США против Дональда Трампа, и произойдет у них не зря ведь вот может ли это быть связано с тем, что отец Илона Маска сейчас полетел в Москву по какой-то причине, начал восхвалять Москву. Москва обещала политическое убежище, то есть в случае, если чего-то начинает там революцию, ну, как бы я условно говорю, но и мы тебе, в случае, если проиграешь, мы тебе предоставим убежище. Возможно ли вообще такой сценарий, как вы считаете? Ну, теоретически это возможно, но на самом деле, как это будет, мы не знаем. Скорее всего, это все как-то, значит, скажем так, по их выражению, устаканится, так? Но в любом случае, если Трамп сказал, что больше с Илоном Маском у него не будет таких вот теплых отношений, но посмотрим, что будет. В любом случае, получается, какой конфликт между ними произошел.
люди, наверное, не все знают. Дело в том, что этот закон, который предложил Трамп, который должны утвердить в Конгрессе и в Сенате, этот закон, он имеет такую вот направленность, когда они его принимали, говорили, что они вот, дефицит бюджета, они как бы, значит, его хотят избежать. А Мгм. на самом деле в итоге получилось, что дефицит не только они избежали, они еще на 2 триллиона подняли его. И Ну вот да, это возмутило именно Маска. Илона Маска, но ее больше всего возмутило то, что в этом законе, проект закона, который вот щас рассматривается, в нем заложено, что вот некоторые там, скажем, фирмы, которые занимаются нефтью, газом и другими там промышленными, значит, направлениями фирмами, им там даны какие-то льготы, которые позволяют им, в общем, короче говоря, развиваться еще больше и больше обогатиться. А вот то, что было у Маска, вот эти его, значит, производства, которые мы знаем все, так, ему льгот никаких не дали, наоборот, ему как бы там урезали. И он тогда стал вот возмущаться и говорить: "Как же так? Говорит, я на тебя положил там более 250 миллионов долларов на избрание тебя, Мгм. а ты здесь вот каким-то другим людям, которые не приложили столько усилий, делаешь вот такие вот, ну, скажем, преференции, даешь им возможность". И поэтому у него произошел этот скандал. То есть это вот на такой, финансовой, скажем, основе. Хотя в то же время подоплека подведена. Как же вы хотели сказать, что дефицит бюджета не будет, мы к нему уйдем, а на самом деле увеличили его на 2 триллиона. Это же что ж такое? Тут возмущение такое вот. И этот закон еще не принят, но его обсуждают, где-то там он как бы принимается, не принимается. Неизвестно, что сейчас изменится. Вот эта ситуация складывается, в Америке, и они еще притом, здесь он намекает на то, что Трамп, вообще не хочет с ним больше разговаривать. Видимо, Трамп, с моей точки зрения, хочет освободиться от этого человека, который так свободно ведет себя в его кабинете, ребенка привозит, так вольготно себя чувствует. Он хочет полностью владеть ситуацией, я так думаю. И он ему уже не нужен, на него скидывать, а тот не хочет, как говорится, отходить и желает, значит, его раскрыть. Ну, такая вот внутренняя борьба, финансово, можно сказать, и в то же время, может быть, это в какой-то степени не то, что может быть, а если дефицит бюджета наоборот возвысился, а не решился вопрос, в этом смысле он прав. Как будут там развиваться ситуации, мы не знаем. Вот будут сейчас выборы в Конгресс, Сенат, тогда будет видно, как себя и американский народ поведет в этом отношении. Мгм. Вот такие вот вещи откладываются. Еще, знаете, тоже в эту же канву ложится ситуация с сайбертраками, вот этими Да. автомобилями, которые производит Илон Маск, электроавтомобили, которые бронированные. Я тогда задавался Да, я вопросом. обо всем этом как раз и говорил, а не стал называть, а как раз все, Мгм. что он производит, все это, да, ты прав, да. Именно Интересно, это, да. интересно. Так что он хочет как-то от него, ну, как говорится, уже отмахнуться. Я уже стал президентом, больше, может, я и не буду президентом, но ты мне больше диктовать ничего не будешь. Вот, видимо, здесь в этом смысле это заложено в поведение Трампа, возможно. А там, что у них там есть еще там поглубже, мы не знаем с вами. Ну, по крайней мере, внешние признаки вот таковы. Ну, вы очень хорошо знаете ситуацию, которая в мире, в Америке, и вы очень давно в политике. Как вы считаете, сможет ли Америка выстоять, или у нее много сдержек и противовесов в системе управления государства? Как вы считаете, может ли, ну, вот
на ваш взгляд, такая произойти мощная гражданская война, что народ реально разделится? Я не думаю, что там какая-нибудь гражданская война будет, не думаю. Хотя Трамп ввел сейчас войска, Да. небывало, ввел войска против этих мигрантов. Мигранты, значит, и население как-то начали на это реагировать. Массовые там протесты, движения. Ну, посмотрим, Трамп, он отходчивый. Он начинает, потом отходит. Он начинает, потом отходит. Мы это же видим с вами, так? Мгм. И я не думаю, что они поведутся на этом. Они повелись на том, они, наверное, вот многие говорят, повелись тем, что Трамп там рассказывал, что он будет такой-сякой, а на самом деле теперь они, мол, локти кусают, говорят некоторые вот, политики. Но выходит, что в то же время он делает заявление о том, что он беспокоится о своем народе, о дефиците бюджета, он пытается для них поднять какие-то, значит, цену, уменьшить на то, на это, на все. На самом деле сейчас как-то получается не так, как он хотел. Но там дальше будет видно, потому что это связано и с международными санкциями, которые он чуть ли не на весь мир наложил, кроме Белоруссии, России и Украины, скажем так. А на остальные на всех санкции поднял. И все это как-то сейчас снова начало, обратная волна пошла. Как говорится, заднюю дали они. Так? Ну, Мгм. посмотрим, что будет. Видно будет. Мгм. Что точно Будем сказать надеяться. нельзя. Мгм. Да, очень, очень хотелось бы, чтобы этого не произошло, потому что Америка Да, как лидер свободного мира вообще не радует, не да, радует. конечно, конечно. Да. Ясно. Вот Россия, как известно, давно приторговывает, ну, ФСБ, Путин приторговывает, раздает территории Китаю, свои территории. И сейчас недавно была, мы в прошлый раз тоже это немного обсудили, передали, ФСБшники слили информацию через Нью-Йорк Таймс, мы это обсуждали, и по поводу передачи, что Китай может готовит правовое историческое обоснование того, что Дальний Восток, Владивосток, Полсибири, Тува, все эти земли принадлежат китайцам, что там жили китайские народы и так далее, и так далее. Как вы считаете, это делается для чего Путиным? И передадут ли Ну, они? вот, в основном это делается для того, чтобы, и, видимо, его будут в этом отношении поддерживать эти страны, которые ты назвал диктаторские, так? Мгм. Они хотят передела мира, они хотят, значит, Мгм. они, их не устраивает современное международное право, которое было принято ими всеми после Второй Да. мировой войны. Сейчас они хотят все это изменить. И, Мгм. естественно, это идет в этом направлении, вот это все идет. Вот то, что делает Путин, это совершенно противоречит действующему современному международному праву. Они заявляют, что незаконно развален Советский Союз, что надо его восстановить, в то время как и Советский Союз сам создан был незаконно. Незаконно, да-да. Потому что, посмотрите, когда они его создали, они там писали, что вот это воля народов, что это по воле народов. А где был референдум этих народов? А где было это решение принято? Не было. Просто взяли, записали тогда коммунисты во главе с Ельцином, что они вот такая ситуация, они, народы согласны и создали этот Советский Союз. Потом они же его сами в 91 году приняли на Верховном Совете, Верховный Совет РСФСР, я, к примеру, за него говорил, денонсация этого акта. То есть Мгм. все, они больше его не признают. И тогда все те республики, которые, значит, вышли из Советского Союза, Мгм. они оказались в международном правом поле и в соответствии с современным международным правом могли создавать свои государства. Мгм. А тут вот вступил этот Ельцин и его окружение, которые начали думать о том, что нельзя давать этим
республикам, этим народам свои государства создать. А момент такой очень интересный, что именно в Советском Союзе были государства, страны, не члены Организации Объединенных Наций, не члены. Смотри, в Советском Союзе вначале было там 4 республики, потом их довели до 15, потом в 90-м году их сделали, скажем, 35 союза республик. То есть это были государства, объединенный союз. Так? Теперь, когда он развалился, эти государства, имея свою конституцию, имея все структуры власти, они могли в новой форме преобразоваться как суверенное государство и должны были свои, значит, решения в рамках международного права принять, что соответствует современному международному праву. Вот против этого выступил тогда, значит, Кремль, бывший тогда, Ельцин, и не давали этот процесс, чтобы прошел на территории бывшего Советского Союза. Тогда из этих республик, скажем, которые были обозначены в составе РСФСР тогда, только Чеченская республика, ей удалось полностью, значит, провести все эти процедуры создания своего государства и принятия Конституции даже до создания нынешней Российской Федерации России. Она только с 31 марта 1992 года начала подписывать федеративный договор организовываться. А мы уже полностью всю эту процедуру пройдя, закончили принятием своей Конституции 12 марта 1992 года. 13 марта наша страна была принята Грузией, и мы взаимно признали Грузию. И дальше некоторые там республики нас попытались, чтобы нас признали, но Россия действовала во всем мире, противодействует нами. Вот в 22 году Украина признала незаконность оккупации территории нашей страны и геноцид нашего народа. То есть в этом направлении надо нам всем действовать, и надо всем этим народам и этим лидерам понимать, что то, что было сделано тогда, в 91 году, после развала Советского Союза, захвата этих территорий незаконным образом, властью, скажем, РСФСР во главе с Ельциным, это было преступление, это было незаконно. Это незаконно созданное государство. Вот что это было, Аслан, тогда. Вот эти процедуры, об этом надо знать, и я думаю, что многие просто забыли про это, но на этой основе есть все документы, есть статьи, законы, которые это принимались, а теперь они просто сегодня пытаются так или иначе сойти с основой, значит, современного международного права. Как вот и Байден сказал, есть современное международное право, есть те принципы, а они пытаются вот сойти. Как это может? Это нельзя, это не может быть. Вот заявил недавно Байден, бывший президент Соединенных Штатов Америки. То есть в этом направлении вот эта вся работа и ведется. Аслан. Ага, спасибо, Аят. Мгм. Аят, как известно, очень много Россия совершила военных преступлений против нашей страны, против нашего народа. И та же Верховная Рада признала как акт геноцида, совершенный над нашим народом. И вчера ночью в Одессе, это уже сегодня ночью получается в Одессе, Россия обстреляла родильный дом в Одессе. Есть погибшие, сообщается. Сегодня наш канцлер Мерц по этому поводу очень высказался жестко, сказал, что это абсолютно неприемлемо, недопустимо там, и так далее, и так далее. Как вы считаете, почему Россия, у нас она дома, больницы, школы, детские сады обстреливала, в Украине она также себя ведет, называя их братьями? Как это возможно? Почему Россия ведет таким методом военные действия? Как вы считаете? Ну, мы говорили об этом. Это дело в том, что империя пытается запугать народ, Мгм. украинцев, и пытается, чтобы украинцы выступили против избранной ими власти. Вот единственное, это есть то, что ты называешь, это есть
терроризм возведен в ранг государственной политики. Да, Это совершенно. однозначно вот эта вот линия, которую они проводят. Поэтому Мгм. здесь ничего удивительного нет. Они почти все наши школы, которые были в республике, все школы разбомбили. Мгм. Ну, скажем, 90%, да? Да, И даже у нас есть там разные фильмы, где-то снимают, где дети сидят с разбитыми стенами, крыши нет, дверей нет. В одном актовом зале, спортивном зале несколько классов отдельно парт поставили, изучают, там, учат, смотрят разные. Это было. И да. это делалось и против нас. Они там организовали тогда, говорили, что необходимо убивать всех чеченцев, мужчин с 10 до 65 лет. Вот чем они занимаются. Это есть попытка запугать этот народ, чтобы он отказался от той линии, которую он избрал, уйдя из-под власти этой Мгм. Российской империи, Советского Союза. Вот только это, в этом причина, другой мы не видим. И, конечно, вот эта злость и эта трусость, что они не могут, скажем, что-то сделать сейчас с Украиной, которая так героически сопротивляется и не подастся, конечно, этой империи. Империя будет повержена, она Да, должна будет покинуть все территории. да. Дай бог. Да. Аяд, вот, как вам кажется, вот, в 1917 году, произошло падение, Российской империи, казнь, вот это руководства, ну, царя, его семьи. И как вы считаете, вот, конечно, аналогия в той истории не всегда один в один повторяется, точнее вообще никогда один в один не повторяется, но есть ли схожесть столетней давности, 17-й год прошлого века, и сегодняшних событий, когда Россия просто влезла в болото, из которого может ли она выбраться? Ну, параллели, конечно, есть. Здесь нечего, как говорится, и говорить, и повторять. Это да, есть, конечно, потому что это она всегда действует одними и теми же методами. Это они берут то, что было написано 300, 200 лет, 100 лет назад их царями, их, скажем, какими-то другими военными руководителями и применяют это. Вот как, допустим, зачистки. Ну, я когда услышал, какие зачистки, думалось. Оказывается, это у них было много сот лет назад, они зачищали ту или иную там территорию или ту или иную, значит, власть. Это зачистки. Или кто? Контртеррористическая операция. Кто? Или еще что-нибудь. Так что, конечно, есть параллель. Тогда они тоже пытались вот это все, коммунисты, эти большевики говорили, что они хотят царя свергнуть, и вот то-то, то-то, то-то сделать, а на самом деле сами оказались еще более жестокими, еще более, как говорится, ну, человеконенавистническими деятелями. Те-то хоть были хоть какой-то мораль и совесть была у некоторой части их, так? А эти совсем все потеряли стыд. И вот они продолжают, и сегодня их отроди, их дети сегодня глумятся над этим народом, которые были тогда в царской России, Советском Союзе. Это они продолжают, это же их потомство сейчас идет. Мгм. Вот такая ситуация. Да, сейчас Шариковы. Тогда хоть какие-то офицеры, дворянство было. Да, Сейчас только да, да, Шариковы выродились. Всех офицеров, всех дворян расстреляли, и власть попала в руки Шариковым. Большому похож. сожалению. Большому Да, сожалению. Здесь Михаил задает такой вопрос. Я просто задам вопрос, чтобы да, да, наших оппонентов тоже можно было слушать, а то они жалуются, что мы их не читаем. В 2014 году в Украине, по-вашему, произошла демократическая смена власти? Такой вот вопрос.
В 2014 году. 14, когда Янукович сбежал на Россию. Но, по-моему, там были какие-то, значит, несоблюдения в смысле того, что с точки зрения законодательства, так? Но с другой стороны, когда сам Янукович бежал, И все надо было... руководство. Да, да, бросился, бежал и ушел на сторону, значит, Кремлю, врагу, то Да, здесь надо было какие-то принимать решения, и в какой-то степени это было принято всем народом. Конечно, были какие-то, ну, скажем, огрехи, которые, без которых не бывает здесь. Дело в том, что были эти выборы, и народ это избирал. Но я должен сказать, что все выборы, которые вот проходят и на Западе, и, скажем, на Востоке, там, Японии, в других странах демократических, они тоже всегда пытаются как-то соперничать таким образом, чтобы как-то вот решить эту проблему в пользу той или иной партии или той или иной группы, скажем, населения. Так? Вот так же вопрос идет. Поэтому здесь можно только отнести к этому. Главное то, что они не поддались и не поддались имперской воле нынешнего Кремля. Вот это я считаю главным. Не бывает как-то так, чтобы ошибок не было. Такого не бывает. Ошибки были, конечно, и можно за это критиковать, но в главном вопросе, главное направление сохранилось. И я надеюсь, что украинский народ с этой линии, как говорится, не отойдет и продолжает сегодня бороться, отстаивая эти интересы против этой злонамерных попыток империи лишить этого государства, вообще лишить этого народа, как будто его не было. Разве это можно взвесить эти две вещи, два вот эти противоположные вот эти посмотреть? И поэтому в этом смысле решение было принято правильно в этот момент, я так считаю. Мгм. Ну и в демократических, цивилизованных странах считается, что если власть узурпирована или у власти находятся предатели или агенты иностранного государства, то народ имеет право на законное восстание. Они все было. Ну, в принципе, здесь нет вопросов. Это да, это уже зависит от того, как организуется народ. К примеру, это в Америке так? Ну, может, и в других каких-то стран, не будем сейчас про них говорить. В целом это так, да. Потому что власть в демократических странах – это власть народа. И народ избирает власть. Они сами, те диктаторы, подменяют каждый раз. Ельцин дал этому Путину, Путин дал Медведю эту власть передал, потом назад передал, и все эти дела крутят. Это не так. Народ должен избирать власть. Конечно, говорят, что народ там слеп, он не понимает, он ничего. Он понимает своей шкурой, он чувствует, что ему надо, этот народ. Вот что важно. Мгм. Вот наш подписчик пишет, что Израиль передал Украине еще одну партию патриота. Ну, это такие установки военные, противоракетные, противовоздушные. И посол Израиля в Украине об этом заявил. МИД Израиля дезавуировал вот эту информацию. Русские очень сильно поэтому обиделись и начали там что-то возмущаться, требовать от Израиля какие-то объяснения и так далее. Как вы считаете, нужно ли бояться или быть осторожничать с Россией, либо нужно с ними вот жестко, без каких-либо компромиссов, без каких-либо разговоров с ними действовать в сложившейся ситуации? Ну, я не знаю, жестко или не жестко, но твердо надо. Я знаю, твердо надо. Твердо. Мгм. Вот здесь я читаю вопрос, вот, зачем рассуждать над темой, не соответствующей вашему интеллектуальному уровню. Ваши темы – это шашлык, шурма, тендер и шаг. Вот хорошо сказал этот Russian
инвадер. Молодец, умный, вот до твоего уровня это все. Да. Мы хорошо понимаем то, что не понимаешь ни ты, ни те все твои предки, болван. Не влазь сюда, если не знаешь, чего ты болтаешь. Мы прекрасно понимаем все. Нас не надо, наш уровень не тебе судить. Вот что я хочу сказать. Мы по любому уровню, который вы будете здесь выставлять, ваше человеконенавистие, ваше зверство, ваше кощунство, мы прекрасно знаем. И мы знаем, что вы делаете в Украине, знаем, что делали против нас, нашего народа. Мы знаем, что вы эту участь готовите для других народов. Вот вам, тебе и тебе, это наш интеллектуальный уровень. Интеллект – это не знание, а это интеллект, это умение распорядить эти знания в правильном направлении. И мы знаем, чего вы хотите сделать. Поэтому здесь не надо нас умничать самому. Мы и шашлык умеем делать, мы и нормально вести себя умеем. Мы умеем быть дружелюбны, гостеприимны, а не как вы напиваться, да, как говорится, да чего знаете сами и не понимаете, чем заниматься. Некоторые из вас. Разумеется, я не о всех говорю. Давай дальше. Спасибо, Бархан. Друзья, я напоминаю вам, вот видите, у нас сколько троллей, нас смотрят около 300 человек, но активны только тролли. И я понимаю, что не все вы тролли, потому что если бы были все тролли, то нам писали бы еще больше. Но вы почему-то не пишете комментарии, не задаете вопросы. Было бы хорошо с вашей стороны, если бы вы, даже если не задавали бы нам вопросы, а я дал вопросы, то хотя бы отвечали бы вот этим людям, которые здесь пишут. Не все тут пишут оскорбления, поэтому не всех мы баним. Поэтому будьте немножко активнее, потому что наша борьба общая. Всех это касается. И специально мы ведем сегодня на русском языке большую часть, чтобы все могли принимать участие. И украинцы, и евреи, и американцы, и немцы, все, кто говорит на русском языке. Маш Фауэль, буря, Маш Фауэль. Так что, когда закончится СВО? Вот такой вопрос. Русская война когда закончится, Аят, как вы считаете? Но мне такие вопросы задают, как будто бы я это провидец. Я это не могу сказать, когда это закончится. Посмотрим. Все зависит, как говорится, от той ситуации, как она сложится, как это вот все будет. Посмотрим. Но в любом случае это закончится поражением власти империи. Я так думаю. Так точно. Правду сказали, Аят. Да. Катастрофа для империи. Вот с Грей задает вопрос. Активизировался с Грей, сидел, слушал, молчал. Спасибо, Грей. Очень хороший вопрос. Кто может стать лидером в помощи Украине? Германия, Франция или Британия, Аят? Все трое. Все трое, вы считаете, да? По очереди. И остальные тоже в том числе. А Польша? Здесь не должно быть лидерства. Здесь должно быть единое. Да. Да. Так. О. Вот здесь Вася Пупкин пишет, почему Украина не забирает 6 тысяч тел своих погибших. Я хотел бы напомнить, когда в 94-м, 5-м, 6-х годах на территории Грозного лежали тысячи погибших варваров в Грозном. И наши люди, тем более помню, правозащитник Ковалев Сергей Адамович прямо выходил и просил, чтобы русские остановили войну и чтобы трупы забирали, потому что их собаки едят. Они отказались. Вот почему вы тогда их не забрали? Вот вопрос. На вопрос этому Васе Пупкину.
Ну да, еще, знаете, украинская сторона, я думаю, должна провести ДНК-экспертизу, потому что русские пытаются всучить свои трупы. Представьте, Да, насколько чудовищно то, что они творят, насколько цинично, жестоко. Они хотят свои трупы, одев в украинскую форму, передают, показать, во-первых, что много погибших с украинской стороны в Курской области, это они говорят только в Курской области, и таким вот образом сделать, ну, невероятно просто. Только больная фантазия могла додуматься до этого. Просто фашисты. Хуже фашистов. Так, так. Ну, это основная тема. Я смотрю, тут все тролли зашли, эти вопросы задают. ну, пусть задают, Ну, потому что мы продаем им, этим троллям, мы зарплату платим. да, Если бы не вы бы не получали копейки, может быть, вам и не платили. Вот для вас работа появилась. да. За каждый написанный Да, комментарий им дают 15 рублей. Если же да. отвечаем на них, еще там какие-то надбавки у них идут. Так что они должны нам кланяться. Сегодня они смогут купить своим детям хлеб и бутылку водки себе. Да. Ясно. Так, пригодується до ті, що, какую, Ну, хватит, давай тогда. ну, Давай, хватит, закончим. И ну, вот потихоньку люди будут проходить, и вопросы будут задавать. Главное, чтобы мы сейчас начали регулярно это вести, да. и там, да, посмотрим. Самое интересное, что смотрят почти 300 человек и молчат. Вот меня вот эти люди больше всего удивляют. Я понимаю, тот, кто находится в России или во временно оккупированной Ичкерии, но здесь в Европе ж смотрят. Мы же знаем, что вы смотрите с Вот Европы. смотри, Аслан, вот здесь вот Абба задает вопрос, наверное, ты видишь. После развала империи какой вид правления вы видите в Чечне? Мы Вот я видим в Чечне наверно, вид правления только один, который был принят нашим народом на своем референдуме общенациональный съезд чеченского народа 25 ноября 90 года. И на основе нашей конституции, государства, которое мы создали в рамках международного права. Мы как раз-таки именно это имеем в виду. Это было до, значит, начала, это было в ходе войны, и разные там придуманные разговоры о том, что вот такое-то изменение было, вот такая-то власть появилась, то Марат Кавказ, то какая-то там религиозное там, значит, правление, то это. Это все было не соответственно нашей Конституции. В Конституции было записано: все, что противоречит воле народа, все, что противоречит основам нашей Конституции, не имеет никакой силы, не применяется судом и не обязывает граждан. Было прямо так написано. Поэтому все, что там, когда, значит, пропагандистские цели России и его пособники, скажем, Кремля из числа чеченцев или другие нации, это не имеет никакого отношения к нашей государству и воле к нашего народа. Поэтому наша территория и наше государство должно быть восстановлено в рамках нашей Конституции. После освобождения будет воссоздан наше государство. И на нашей территории будет вот та власть, которую будет избирать наш народ в рамках нашей Конституции. Это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Мгм. Вот ответ на этого.
Да, то есть Абба совершенно верно, демократическое государство. Демократическое. Ясно. А. Ну, а тогда, если сегодня все Да, неактивны, можем закончить, давай. да, Ну, предлагаю здесь закончить наш много стрим. разных людей, которые, видимо, эти, как ты говоришь, тролли сюда лезут, но мы и троллям некоторым можем ответить, чтобы другие вопросы не думали задавать они. Мгм. Но тролли особо тоже не пишут ничего толкового, просто пишут, Да-да. отвлекают, пытаются отвлечь от основной Мгм. темы. Спасибо, Аят, спасибо, что а, Спасибо всем, Меркл, спасибо. за участие. Все будет хорошо, да, Алмор. Да, Мула. Всего хорошего, до свидания. Адикюль Машваль. Hadi Gül, maşallah. Адик, да.